Добрый вечер, уважаемые родители. Мы рады приветствовать вас в Коме республиканском образования на очередном онлайн-родительском собрании. Наше сегодняшнее родительское собрание посвящено безопасности наших детей в летний период. Мы с вами все очень рады, что наши детки успешно завершили учебный год, но впереди 3 месяца летних каникул. И мы с вами обязаны обеспечить безопасность наших детей, сохранить их жизнь и здоровье. Я рада представить вам наших сегодняшних докладчиков. Это наши социальные партнеры, которые помогают нам, как педагогам, и вам, как родителям, правильно, в соответствии с законодательством, организовать и обеспечить безопасность наших детей. И первым я предоставляю слово Ивлеву Сергею Владимировичу, главному специалисту отдела организации надзорных и профилактических мероприятий, Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми, который расскажет вам о пожарной безопасности. Пожалуйста. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые участники совещания, уважаемые родители. Поздравляю всех с окончанием учебного года. Начну со статистики пожаров. Значит, в 2021 году у нас произошло 5 пожаров. Сейчас я могу сам, да? У нас произошло 5 пожаров, в результате которых получили травму различной степени тяжести 6 несовершеннолетних. Все пожары произошли на объектах жилого фонда. Основной причиной пожара с травматизмом детей явилась шалость детей с огнем. Это 40% от всех. Наибольшее количество травмированных детей зарегистрировано в городской местности. Это 5, и 1 ребенок получил травму в сельской местности. Характерный пожар, повлекший травму ребенка, детей, произошел 30 декабря в поселке Мутный Материк города Усинска. В результате пожара травмировано 2 детей дошкольного возраста 17 и 20 года. Причина пожара – детская шалость с огнем. Условием, способствующим возникновению пожара, явилось оставление детей без присмотра. С начала же текущего года у нас наблюдается ухудшение с травмами и гибелью детей. Вот за истекший период у нас погиб 1 ребенок, 2 детей получили травмы различной степени тяжести. Все пожары также произошли на объектах жилого фонда, то есть в квартирах. Причинами пожара традиционно явилась детская шалость с огнем. Возраст погибших и травмированных детей до 7 лет, от 5 до 7 лет. Остановлюсь подробнее на 2 пожарах этого года. Так, в январе текущего года зарегистрирован пожар с групповым травматизмом несовершеннолетних. 1 января в квартире многоквартирного жилого дома города Усинска в результате пожара травмировано 2 детей 14 и 17 года рождения. Из обстоятельств пожара следует, что 4-летний ребенок игрался с зажигалкой для газовой плиты и поджег матрас, пока взрослые спали. Условием, способствующим возникновению пожара, явилось состояние родителей в алкогольном опьянении и оставление детей без присмотра. Также 5 марта у нас произошел пожар на территории Уссылимского района в деревне Карпушевка, в результате которого погиб ребенок 14 года рождения. Из обстоятельств пожара установлено, что ребенок игрался с зажигалкой. Вот на слайде продемонстрирована зажигалка в правом нижнем углу, которую он нашел на улице, принес домой. Мама разрешила оставить зажигалку в виде спиннера, чтобы он играл ей, потому что по внешним признакам зажигалка была неработающим. Оказалось, все не так. Здесь сопутствующим фактором также явилось оставление детей без присмотра. При проведении проверок по фактам пожаров, на которых погибли или травмировались несовершеннолетние, материалы проверок выделяются в отдельное производство и передаются в следственные органы. По статье 109 Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности» и статья 125 «Оставление малолетних детей в опасности». За последние 10 лет у нас по фактам 5 пожаров из 20 с гибелью детей в отношении виновных лиц были вынесены обвинительные приговоры.
Находясь без контроля взрослых, дети из шалости совершают пало сухой травы, балуются с источниками зажигания, что приводит у нас к пожарам и совершению правонарушений. Приведу примеры таких пожаров за последние 2 года, 21 и 22. Вот 14 апреля по причине детской шалости с огнем школьников 10 лет в Краснозатонском городе Сыктывкара были повреждены огнем хозяйственные постройки и жилой дом на общей площади 320 квадратных метров. То есть материальный ущерб был значительный. 17 апреля в селе Кайгородок и 19 в селе Помоздино по причине шалости с огнем несовершеннолетних 10 и 11 лет произошло возгорание сухой травянистой растительности, вот там на слайде тоже есть, на площади 500 и 100 квадратов, в результате которых существовала реальная угроза перехода пожара на жилые строения. И если бы так случилось, то погода была ветреная, порывистый ветер, могло быть очень такие печальные последствия. 30 апреля 2021 года в Усть-Лунском районе в частном жилом доме по причине детской шалости с огнем произошел пожар, в результате которого погибла женщина 89 года рождения. Пока мама спала, ребенок в возрасте 3 лет нашел зажигалку и поджег матрас. Женщина через окно эвакуировала 3 детей, сама, к сожалению, задохнулась и не смогла спастись. 13 апреля в Усть-Цилимском лесничестве по причине детской шалости огнем подростка 13 лет, он поджигал мох, произошел лесной пожар, который удалось ликвидировать на площади 113 гектар. Материальный ущерб составил более 250 тысяч рублей. Вот 10 мая еще у нас в Карткировском районе текущего года по причине шалости с огнем несовершеннолетних 8 и 12 лет произошло возгорание сухой травянистой растительности на площади 100 квадратов, в результате которого тоже была реальная угроза перехода ландшафтного пожара на жилые постройки, тоже грозило большим ущербом. В целях предупреждения пожаров, гибели и травматизма детей всеми субъектами профилактики республики проводится большая работа с детьми и их родителями по обучению и информированию. Это и Главное управление, и органы госвласти, и местного самоуправления, образовательные организации, органы соцзащиты, органы полиции, волонтеры, общественники. Указанная работа будет активно проводиться в летний сезон, в том числе с детьми, охваченными организованным детским отдыхом, летним отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления, будет проводиться в каждой оздоровительной смене с учетом возраста и интересов детей. Профилактическая работа будет проводиться и с детьми, которые не охвачены летним отдыхом в течение всего летнего периода, то есть не заняты, досуг у которых предоставлен самим себе. Будут организованы рейды по многодетным, социально защищенным семьям, подворовые обходы, информирование о пожарной безопасности в быту посредством массовой информации. Однако безопасность ребенка, его образ жизни и поведение в значительной степени зависит от вас, как от родителей. Как показывает статистика пожаров с гибелью детей в республике, больше других на пожарах гибнут дети до 7 лет. Это 25 детей или 76% от всех случаев детской гибели. То есть те, у которых отсутствуют навыки пожаробезопасного поведения, которые не самостоятельны и которые не могут сами себе помочь в случае беды. Поэтому важным является создание ребенку безопасных условий проживания, следить за исправностью электрики, системы отопления, безопасного пользования печами и отопительными приборами. Необходимо убрать из детского доступа источники зажигания, спички, зажигалки и другие источники зажигания, а также не оставлять детей, малолетних особенно, без присмотра взрослых. Особо важным для родителей является научить ребенка правилам пожаробезопасного поведения. Например, как безопасно пользоваться электроприборами, утюгами, электроплитой, газовой плитой, электрообогревателями и подобными оборудованием. Обязательно необходимо научить ребенку действиям в случае возникновения пожара, как вызвать пожарную охрану, как самостоятельно эвакуироваться, куда идти, что нельзя прятаться под кровати, в шкафы, в подвалы и подобные помещения. К сожалению, как показывает практика, дети в критической ситуации чаще всего прячутся и теряются, паникуют. Например, в декабре 2020 года в городе Ухта в одной из квартир по причине неисправности елочной гирлянды произошел пожар. В квартире находился ребенок 7 лет, который вместо того, чтобы позвонить в пожарную охрану и эвакуироваться, закрылся в соседней комнате. К счастью, о пожаре услышал сосед, то есть унюхал запах дыма, зашел в квартиру, сообщил пожарную охрану, к сожалению, обошлось без ОЭ.
К счастью, конечно, обошлось без жертв. Вот. Одним из современных способов защиты дома от пожара является установка автономных дымовых пожарных извещателей, которые оповещают о задымлении громким звуковым сигналом, который вы обязательно услышите и ночью, и в соседней комнате. Такие приборы составляют рыночной стоимостью примерно 500 рублей, продаются во многих специализированных магазинах. В нашей республике для многодетных семей действует мера социальной поддержки в виде единовременной компенсации в размере 750 рублей на приобретение этих извещателей. Получить выплату можно через организации социальной защиты. Отмечу, что указанная мера, она у нас в республике регулярно доказывает свою эффективность. Вот только в 2021 году зарегистрировано 2 случая спасения людей на пожарах благодаря своевременной сработке оповещателя и эвакуации людей. В результате спасено 8 человек, из них 6 детей. Вот на этих 2 пожарах. Если говорить о юридической ответственности за шалость детей с огнем, то необходимо указать, что полная дееспособность Российской Федерации наступает с возраста 18 лет. До этого возраста в рамках гражданского судопроизводства при возмещении ущерба за детей несут ответственность их родители. Согласно Гражданскому кодексу, вред, причиненный личности и имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридическим лицам, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Если несовершеннолетний не достиг 14, то за причиненный им вред отвечают его родители и опекуны. В возрасте от 14 до 18 лет несовершеннолетние несут ответственность самостоятельно. В случае, если у них нет доходов и они не могут возместить ущерб, то вред возмещается также родителями. Таким образом, именно родители несут ответственность за своих детей и возмещают в случае чего ущерб материальный. Административная же ответственность у нас наступает с достижения 16 лет. И последнее, на чем хотел остановиться. В МЧС России разработана методика, утверждающая листы самообследования жилых помещений, с помощью которых можно самостоятельно оценить пожарную безопасность вашего жилища, сделать выводы соответствующие и принять меры к приведению помещения в пожаробезопасное состояние. Методика такая размещена у нас на официальном сайте Главного управления, находится в свободном доступе. У меня, в принципе, все. Если есть вопросы, готов ответить. Спасибо большое, Сергей Владимирович, за столь содержательную информацию. Я думаю, что нашим родителям было интересно. Уважаемые родители, напоминаю вам, что вы в чате или в разделе «Вопросы» можете задать нашим экспертам, нашим гостям вопросы, интересующие вас. И еще, с позволения наших гостей, в конце нашего собрания мы можем открыть вам доступ к данным презентациям, и вы можете воспользоваться ими и, возможно, даже при проведении родительских собраний у себя в образовательных организациях также воспользоваться данными презентациями. Вы не против? Нет, конечно. Спасибо большое. А мы продолжаем. Я передаю слово Терентьеву Василию Иововичу, руководителю группы патрульной службы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Коми, который поговорит с вами о безопасности наших детей на воде. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые родители, уважаемые участники совещания. Обстановка на водных объектах остается напряженной и вызывает особую тревогу. За последние 10 лет на территории республики произошло 44 происшествия, на которых утонуло 50 детей. В 2012 году 4 детей, в 2013 8, в 2014 7, в 2015 На стрелочку мотать. в 2015 3, в 2016 4, в 2017 2, в 2018 8, в 2020 8, в 2021 9. На 5 происшествиях зарегистрирована групповая гибель детей. Это 2 и более ребенков, где погибли 11 детей. Самый резонансный случай произошел 21 июня 2016 года. 4 детей без присмотра взрослых гуляли около реки Сысово в районе Кировского парка в городе Сыктывкаре и решили искупаться. Первым в воду зашел 10-летний мальчик. Когда он стал тонуть, ему на помощь кинулась 20-летняя сестра. А когда она стала уходить под воду, друзей решила спасти 11-летняя девочка.
конечном итоге все трое утонули. Последний случай массовой гибели детей произошел 16 июня 2020 года в Карткировском районе на реке Вычегда. 8 подростков в возрасте от 13 до 18 лет отдыхали на песчаном берегу реки Вычегда в районе деревни Вашкули. Двое подростков в возрасте 12 и 14 лет зашли в воду и попали в струю сильного течения, в результате чего их отнесло далеко от берега. Самостоятельно ребята выбраться не смогли, вследствие чего дети утонули. Тело одного ребенка до сих пор не найдено. Рост гибели детей был зафиксирован в 2013 году, когда погибло 8 детей. В 2014 году погибло 7 детей. В 2018 погибло 8 детей. В 2020 погибло 8 детей. И пик гибели детей приходится на 2021 год, где погибло 9 детей. Первая гибель ребенка в 2021 году была 7 июня в Удорском районе, причина которой явилась бесконтрольность со стороны взрослых. То есть гибель детей в основном это летний жаркий период. Видим, что каждый год гибнут дети. За это время погибло 50 детей, а это 2 полноценных учебных класса. Во всех случаях все дети находились у воды без присмотра со стороны взрослых. При падении в воду не смогли справиться со скоростью течения. Также холодная вода, плохое умение плавать способствовали тому, что дети утонули. Причиной роста гибели детей на водных объектах в 2020 и 2021 годах является то, что на территории Российской Федерации из-за ограничения распространения коронавирусной инфекции были закрыты детские сады, детские площадки, летние оздоровительные лагеря, вследствие чего дети находились без контроля и уходили гулять и отдыхать к водным объектам на необорудованные специальными местами для купания, без контроля родителей и взрослых. С детьми не проводились беседы в полном объеме. Профилактическая работа была слабая, как со стороны преподавателей, воспитателей, также со стороны родителей, в связи с отсутствием такой возможности. Основными причинами гибели детей на водных объектах Республики Коми является безнадзорность детей у воды, несоблюдение правил безопасного поведения на воде, купание в необорудованных или запрещенных местах, где отсутствуют спасатели и не обеспечено наблюдение за купающимися. Слабая профилактическая работа среди детей по вопросам безопасного поведения на водных объектах, несоблюдение требований безопасности при эксплуатации маломерных судов. Еще хотел добавить, за нахождение детей без родителей у воды есть административная, родители несут административную ответственность. Мой доклад закончен. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Василий Иовович, за тоже содержательную информацию. Ну а мы переходим к следующему докладу, и я передаю слово Марии Николаевне Поляковой, старшему инспектору отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по Республике Коми, которая расскажет вам о безопасности наших детей на дороге. Пожалуйста, Мария Николаевна. Добрый день, участники родительского собрания. Дорога жизни. Как похожи два эти понятия? Жизненный путь, как близки они друг к другу. Что-то у меня не получается. Да, хорошо. Дорога. Реальная модель всей нашей жизни. Пример, который отражает любые жизненные ситуации и отношения. Как в жизни здесь есть определенные правила и законы. Дороги бывают разные. Дороги в никуда с определенным местом назначения. Мы каждый день в пути. Кто-то в пути к намеченной цели, кто-то просто идет по течению, подчиняясь законам толпы. На этом пути нам встречаются разные люди. Это могут быть попутчики, собеседники, случайные прохожие или толпа, которая сбивает нас с пути и несет за собой.
как сложно порой бывает сориентироваться в ситуации, как, попав в интенсивный дорожный или жизненный поток, суметь найти свою нишу, идти в ногу со временем, соблюдать скоростной режим. Как часто в силу своей беспечности мы бываем не защищены перед опасностью. Особенно сложно в этом потоке, конечно же, детям. Каждый выбирает свою дорогу сам. Одни подбираются узкими, непротаренными тропами, другие выбирают широкие современные магистрали, третьи сами прокладывают дорогу себе и окружающим. В наш век бешеных скоростей и загруженных трасс, постоянной нехватки времени легко попасть в пробку или зайти в тупик. Еще сложнее избежать столкновений. И тогда очень важно знать, что есть люди, которые готовы прийти на помощь. И помнить, что тебя ждут дома. Дорога — это целая жизнь. Как удивительно похожи жизненные и дорожные ситуации. И готовить к ним себя и своих детей нужно с раннего детства. Быть терпимым, уверенным в себе, не бояться трудностей, стать успешным или получить хорошее образование, соблюдать правила — вот то, что поможет найти выход в сложной ситуации. И главное, чтобы за этими заботами мы не забывали самого главного — дорогу, которая приведет домой. И важно, чтобы она не привела именно к цели, а не оборвалась в самом начале пути или на полпути. Если говорить про анализ детского дорожного транспортного травматизма за 4 месяца, то с начала года на дорогах Республики Коми произошло 28 дорожных аварий, в которых 1 ребенок погиб, и 32 получили травмы различной степени тяжести. В этом году чаще всего в дорожных авариях травмы получали девочки, их 21 и 12 мальчиков. 2/3, это 62% ДТП, всех ДТП, в которых пострадали дети, происходит по вине водителей транспортных средств. И только в 4 ДТП усматривается неосторожное поведение несовершеннолетних. Отдельно стоит отметить, что дети-пассажиры являются самыми незащищенными участниками дорожного движения, так как у них нет возможности повлиять на развитие дорожной ситуации и как-то изменить ее. В прошедшем году из 3 погибших детей 2 перевозили с нарушениями правил. Девочка 8 лет в Сысольском районе и 13-летняя девушка в Книжпогорском районе не были пристегнуты ремнями безопасности в момент ДТП и, к сожалению, погибли. Вместе с тем, уже в этом году, к сожалению, мы фиксируем рост на 41% количества ДТП с участием детей-пассажиров. В таких ДТП 1 ребенок погиб и 21 получил травмы различной степени тяжести. Причем стоит отметить, что каждый 3-й ребенок перевозится в салоне автомобиля без использования детского удерживающего устройства или ремней безопасности. В этом году это 8 детей. Так, в Удровском районе 2 апреля этого года в 14:30 на 123-м километре зимней автодороги Акино-Кослов водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомашиной «Датсон». В результате столкновения произошло возгорание обоих транспортных средств. В результате ДТП 2 пассажиров, автомашина «Шевроле», автомашина виновника, получили травмы, в том числе мальчик 12 лет, и 2 пассажир, мальчик 10-летний и водитель, нарушитель, погибли на месте ДТП. Их не успели вытащить из горящей машины. Было установлено, что 2 детей, 2 братьев вез дедушка. Перед выездом в соседний поселок он со своим товарищем распивали спиртные напитки, это была водка, после чего они отправились в путь. Не справившись с управлением, он совершил столкновение с машиной, где также пострадали 2 людей. Оба ребенка в момент ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности. Стоит отметить, что стоимость автокресла в 1000 раз дешевле стоимости автомашины.
При этом бесспорно, что обеспечение пассивной безопасности ребенка в машине, то есть покупка автокресла, это прямая обязанность именно родителей, как и соблюдение установленных правил движения, если родитель является водителем. Зачастую, перевозя ребенка, водители пренебрегают элементарными правилами безопасности на дороге. Это и совершают грубые нарушения правил дорожного движения, такие как обгон в зоне действия знака «Обгон запрещен», превышение установленного скоростного режима, нарушение правил проезда перекрестков и так далее. Не менее печальная статистика дорожных аварий с участием детей-пешеходов. Здесь в категории риска находятся дети именно школьного возраста. 70% это дети с 7 до 10 лет, это дети, которые посещают начальную школу, и 20% дети с 11 до 15 лет, то есть 5-9 класс. Стоит отметить, что именно эта категория детей чаще всего передвигается по городу самостоятельно. Дети с 7 до 10 лет – это дети, которые, возможно, впервые сталкиваются с дорожным движением, переоценивают свои силы и очень часто попадают в ДТП, находясь в компании друзей. Когда возвращаются со школы, либо с каких-то кружков, в толпе разговаривают, отвлекаются, играют в догонялки и о правилах, конечно же, забывают, к сожалению. Особую тревогу вызывает тот факт, что каждое третье ДТП с детьми-пешеходами происходит по вине самого ребенка. Радует тот факт, что второй год у нас не переходят дети на красный свет. Наверное, это все-таки говорит о том, что разговоры и объяснения повлияли на то, что хотя бы это наши дети помнят. Но тем не менее избежать подобных ДТП не удалось. Переходят дети вне пешеходного перехода, в зоне его видимости. Часто дети попадают в ДТП в дворовой территории, о которой, к сожалению, мы говорить забываем. Ведь даже в дворовой территории ездят машины. И бывает, что ездят на достаточно большой скорости. Особая опасность дворовых территорий в том, что там большое количество припаркованных автомобилей, из-за которых маленького пешехода, к сожалению, водителям не видно. И дети появляются из-за преграды быстро, не глядя по сторонам, ну, к сожалению, происходит наезд. За 4 месяца 2022 года по собственной неосторожности пострадали 4 ребенка. Это 3 пешехода и ребенок-велосипедист в городе Сосногорск. Как показано на первом фото, о чем как раз я и говорила, ребенок попал в ДТП в городе Сыктывкар, выходя из припаркованного автомобиля в дворовой территории. Водитель не успел среагировать, к сожалению, ребенок получил травму. Стоит отметить, что из 3 детей пешеходов, которые пострадали по собственной неосторожности, 2 находились в момент ДТП в сопровождении взрослых. Этот факт еще больше удручает, потому что нахождение взрослого – это один из факторов безопасности ребенка в любой ситуации, будь это ситуация на воде, там, ситуация со спичками, в том числе ситуация на дорогах. Если говорить о вине ребенка в дорожных происшествиях, то это всегда категория крайне условная, ведь ответственность за ошибочные действия ребенка лежит на родителях и на взрослых, которые вовремя не напомнили, не рассказали, не объяснили, какую опасность может ребенок и встречает каждый день, выходя из дома. Летом 2021 года, впереди летний сезон. Летний сезон – это всегда, как сказали коллеги, отдых на природе, на свежем воздухе. И, к сожалению, именно в летний период мы фиксируем рост количества ДТП с участием мототехники и велосипедов. За лето 2021 года на дорогах республики пострадали 6 юных водителей мототехники и 20 водителей велосипедов.
К сожалению, покупая велосипед по просьбе детей, ну, либо по собственному желанию, мы, взрослые, забываем, что дети, прежде чем сесть в первый раз на велосипед, должны ознакомиться с правилами дорожного движения. К большому сожалению, наши дети не знают правил. Большинство катаются без экипировки, и часть детей выезжает на дороги общего пользования, не зная правил и не достигшие 14-летнего возраста. Еще сложнее ситуация обстоит с мототехникой. До 16 лет ребенок не может управлять мопедами, так как для того, чтобы садиться на данное транспортное средство, необходимо пройти обучение в автошколе, иметь водительское удостоверение категории М, шлем и знание правил дорожного движения. Часть родителей вообще не знает, что ребенок управляет подобными видами транспорта. Часть дают свое согласие и даже деньги на приобретение подобной техники. К сожалению, выезжая на дороге и не зная правил дорожного движения, не имея навыков управления, дети попадают в серьезные аварии. Так, в 2020 году, в сентябре, на дорогах города Печоры погиб 14-летний водитель мотоцикла, который на перекрестке 2 улиц совершил столкновение с автомашиной. Погиб ребенок на месте. Скорая к нему не успела. Очевидно, что силами одной госавтоинспекции ситуацию на дорогах исправить не получится. Для кардинального изменения ситуации с детским дорожно-транспортным травматизмом необходима помощь не только школьных педагогов, но и прежде всего родителей. Именно родители являются непререкаемым авторитетом для своих детей и образцом поведения. Всегда, выходя на родительские собрания, мы говорим о том, что если в спешке вы позволяете себе на глазах детей нарушать правила дорожного движения, переходить не там, где положено, а там, где быстрее и нужно, будьте уверены, что через пару лет ребенок будет бегать точно так же. И, к сожалению, особенности детской психики таковы, что дети не умеют оценить скорость автомобиля. Они не могут соотнести свои силы с тем временем, которое необходимо автомашине, чтобы доехать до него. Именно поэтому попадают в дорожные аварии. Чаще всего, к сожалению, в семье напоминают о ПДД только когда уже произошла беда, либо произошла беда с кем-то из близких. Но всегда кажется, что это не со мной. Мои дети все знают. Ну, либо я их провожаю, с ними ничего случиться не может. Только когда каждый ребенок будет знать и понимать, как себя вести на дороге, когда он увидит, что правила дорожного движения соблюдают его родители, учителя, воспитатели, все взрослые, только тогда возможна ситуация с детским травматизмом на наших дорогах исправится, и на них перестанут погибать дети. Очень хочется, чтобы вы прониклись осознанием того, что накормить, одеть ребенка, нацелить его на хорошие отметки в школе, также необходимо, как обучать правилам безопасного поведения в городе, на дороге, чтобы за всеми этими заботами не забылось то главное. Ребенок рожден для жизни, а не для того, чтобы погибнуть. И какая это жизнь, насколько долго она будет, зависит именно от нас с вами. Я не показала видео. Совсем забыла. Да, я приготовила еще видео нарушений. Одно не отконвертировалось. Да. Это видео с камеры видеонаблюдения, ДТП произошло в прошлом году в городе Сыктывкар на пересечении улицы Октябрьский проспект и Орджоникидзе. 2 ребят переходят на разрешающий зеленый сигнал светофора. Машина завершает маневр. Дети переходят на самокатах. Современные средства передвижения, самокаты, электросамокаты, сегвеи и так далее, это новая реальность нашей с вами жизни. Это очень популярное средство передвижения у детей. Если говорить про самокаты, то водитель самоката – это пешеход.
И, конечно, если обращаться к правилам дорожного движения, то он может не спешиваться, как велосипедист. Но вы видите, какую скорость самокат может развивать на пешеходном переходе. И, к сожалению, мы не даем возможности водителю просто элементарно увидеть ребенка. Поэтому всегда, пожалуйста, напоминайте о том, что так же, как с велосипеда, так же и с самоката ребенок должен спешиваться, для того, чтобы его было видно, смотреть по сторонам и обязательно убедиться в том, что движущиеся машины остановились. Именно в этом случае водитель его видит и пропускает. Что касается современных способов передвижения, это электросамокаты. Стоит быть также аккуратным, потому что если электросамокат имеет мощность более 250 Вт, он приравнивается к мопеду. А значит, на него необходимо иметь водительское удостоверение категории мотошлем. Из-за нарушения правил дорожного движения, в том числе езду в нетрезвом виде, водитель будет привлечен в соответствии с 15 главой Кодекса об административных правонарушениях. Спасибо за внимание, буду рада ответить на ваши вопросы. Спасибо большое, Мария Николаевна, за столь тоже содержательный доклад, интересный. Уважаемые родители, есть ли у вас вопросы? Александр Михайлович, посмотрите, пожалуйста, есть? Вопросов нет. Говорят, что был какой-то вопрос, но коллеги, который уже ушел. Нет, не ушел. Нет. Про родительский патруль. Что-то... У нас есть один вопрос. Какие полномочия имеет родительский патруль, когда выходит в рейдовые мероприятия на водные объекты? Какие полномочия имеет родительский патруль, когда выходит на патрулирование к водным объектам? В первую очередь профилактика. Во-вторых, они также могут зафиксировать нарушения, то есть если увидели дети без взрослых, купаются, от детей также могут вызвать родителей, зафиксировать, но все равно лучше это делать, эти патрулирования с участием полиции, потому что полиция может установить личность родителей. И зафиксировали, направляете информацию либо в ГИМС, либо в Министерство природных ресурсов. По республиканским законам административная ответственность, решение о наказании принимает Министерство природных ресурсов. Спасибо за ответ, Василий Иовович. Напоминаю, что если вы идете патрулировать к рекам, нужно брать с собой сотрудника полиции. Спасибо. А мы переходим к следующему докладу, и я передаю слово Никите Ивановичу Хадан, инспектору по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел Республики Коми, который расскажет вам об обеспечении безопасности детей в летний период, а именно о профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Пожалуйста. Добрый вечер, родители. Ежегодно на территории Республики Коми реализуется комплекс мероприятий, организованных по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании. Также ежегодно Министерством образования, науки и молодежной политики республики проводится работа по обучению и подбору квалифицированного персонала для работы в детских оздоровительных организациях, в том числе направленная на соблюдение санитарных норм и правил создания безопасных условий жизнедеятельности детей, обеспечения качества питания. Также МВД по Республике Коми принимает участие в проведении мероприятий с будущими вожатыми о правилах безопасности и проведения в детских оздоровительных лагерях. Ежегодно Министерством внутренних дел по Республике Коми разрабатывается план мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности детей в летний период, который утвержден весь летний период. Также утвержден состав рабочей группы по координации действий привлекаемых сил и средств.
За летний период 2021 года сотрудниками территориальных органов внутренних дел осуществлено более 1000 посещений проверок организаций детского труда и отдыха. С несовершеннолетними и представителями указанных организаций проведено 859 профилактических бесед. В этом году также планируется посещение всех действующих оздоровительных лагерей, трудовых лагерей на территории республики. Также будут проводиться профилактические беседы и, соответственно, контроль. Перед открытием детских оздоровительных лагерей сотрудниками полиции совместно с субъектами профилактики проводятся комиссионные проверки на предмет антитеррористической и противокриминальной защищенности. Данные проверки проводятся на протяжении всей летней кампании. Охрана в детских лагерях будет обеспечиваться силами частных охранных организаций, с сотрудниками которых будут проведены отдельные инструктажи. Сотрудники органов внутренних дел запланирован комплекс дополнительных мер по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в период летней оздоровительной кампании. В ходе профилактической работы сотрудникам полиции будет уделено внимание к контролю за соблюдением антиалкогольного законодательства, а также состоянием правопорядка и общественной безопасности в ходе проведения регулярных проверок мест отдыха несовершеннолетних. Действительно, при нахождении детей в учреждениях отдыха и оздоровления обеспечиваются благоприятные и безопасные условия для жизни и здоровья. Принимаются меры по профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев на территории, в которых они расположены. В целом, за летний период 2021 года на территории детских оздоровительных лагерей, расположенных на территории Республики Коми, происшествий и чрезвычайных ситуаций с участием несовершеннолетних не зарегистрировано. Также хочу напомнить, если ребенок получает травму, то руководство учреждения обязано незамедлительно проинформировать об этом органы внутренних дел, сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создавших угрозу для жизни и здоровья детей, влечет за собой ответственность, в том числе и уголовную. Также поступающие из медицинских учреждений информации о получении травм детьми в период нахождения в лагере могут служить поводами для возбуждения уголовного дела или дела об административном правонарушении. В целом, на мой взгляд, субъектами профилактики Министерства внутренних дел по Республике Коми проводится много мероприятий, чтобы сделать детскую оздоровительную кампанию на 2022 год безопасной для детей. Также хочу отметить, что безопасность ваших детей во многом зависит от вас, родителей, так как вы сами должны доводить до детей и напоминать им о мерах безопасности при проведении летних каникул и правилах поведения. Еще раз хочу напомнить, что вы, родители, несете персональную ответственность за своих детей. Перед тем, как закончить, хочу напомнить, что на территории Республики Коми у нас действует 148-й республиканский закон, который действует как и в летний период. То есть ваши дети в 22 часа должны находиться дома, за исключением случаев, когда вы с ними сами лично находитесь на улице. Ни мама, ни папа, ни брат, ни сестра, ни бабушка, ни дедушка не являются законными представителями. В случае выявления таких несовершеннолетних, конечно, будут доставлены домой, но будет в отношении законных представителей проводиться проверка. Если несовершеннолетний неоднократно, то есть систематически находится в общественном месте без сопровождения законного представителя, то уже будет поднят вопрос о привлечении законного представителя по статье 5.35 КоАП за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Также у нас в республике, уже можно сказать, начался летний сезон, участились случаи выпадения детей из окон. Так что прошу обратить особенное внимание и провести беседы со своими детьми, сделать там защитные приспособления, чтобы окна не открывались, сетки москитные, если висят, не оставлять без контроля детей, чтобы не находились на подоконниках. Дети падают, получают травмы и потом находятся в больнице. Также участились случаи у нас краж велосипедов, так как сезон начался, дети катаются, оставляют их без присмотра, также и самокаты. Тоже объясняйте детям, то, что даже на 2-3 минуты оставленный ими велосипед может быть украден преступниками. Доклад закончен. Спасибо большое, Никита Иванович, тоже за содержательное выступление.
Уважаемые родители, есть ли у вас вопросы к Никите Ивановичу? Вопросов пока нет. Я передаю слово Ульмырову Олегу Васильевичу, это заместитель начальника управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии Российской Федерации по Республике Коми, который поговорит с вами об антитеррористической защищенности. Почитала. Добрый день, уважаемые участники учебного сбора. Прошу прощения, сегодня без презентации, поэтому свою информацию попробую довести в более-менее доступной форме, несмотря на то, что она достаточно сильно перегружена, нагружена тематика требованиями постановления правительства и иных нормативных документов. Все-таки попробуем в этих вопросах разобраться. Итак, непосредственно требования к антитеррористической защищенности объектов территорий, предназначенных для организации отдыха и оздоровления детей, утверждены постановлением правительства достаточно свежим, только 14 мая прошлого года, 2021 года, номер 732. Требования распространяются на объекты, которые включены в соответствующие реестры, которые разрабатываются Министерством Республики Коми, соответственно, Министерством образования и науки Республики Коми. В этот реестр у нас, по последним данным, включено 460 объектов. Но имеется одно интересное обстоятельство, что данные требования, предусмотренные постановлением правительства 732, не распространяются на объекты территории, предназначенные для организации отдыха детей и оздоровления, которые организованы образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. А насколько нам видно из этого реестра, подавляющее большинство объектов как раз к этой категории в принципе относятся. Вот. Но это не означает, что на данные организации отдыха детей и их оздоровления, которые организованы на базе образовательных организаций, не существует никаких требований к антитеррористической защищенности. Это сделано по той причине, потому что непосредственно требования к антитеррористической защищенности объектов образования также утверждены постановлением правительства иным 1006 2019 года. Требования к объектам, проще говоря, Министерства просвещения. К ним еще отдельно перейду. В свою очередь, объекты, предусмотренные постановлением 732, подразделяются на две группы. Это объекты территории стационарного типа, который представляет собой комплекс технологических и технических связанных между собой зданий и строений. Ну, то есть из самого наименования понятно, что это некие такие стационарные объекты, привязанные в том числе к земле. Вот. И объекты нестационарного типа. Представляют собой туристские палатки и иные аналогичные изделия, размещаемые в естественных природно-климатических условиях. Ну, насколько мне известно, у нас таких объектов практически нет на территории республики. Вот. Соответственно, мы имеем дело только в таком случае с объектами стационарного типа, а у нас их всего 6 по реестру. И все остальные объекты подпадают под действие уже постановления правительства 1006. Перечень требований, который утвержден данными нормативными документами, если мы берем постановление правительства 732, так и 1006, в принципе, они процентов на 90, наверное, совпадают. Их можно также поделить на две категории. То есть это условно поделить. Это те требования, которые требуют определенных решений, финансовых вложений, закупки дополнительного оборудования. То есть это в первую очередь касается организации пропускного режима. Это касается оборудования системами оповещения об эвакуации. Это касается оборудования ряда категорий объектов, начиная от третьей категории, системами тревожных извещений как раз подразделения местной охраны, войск Национальной гвардии, либо в службу 112, ну и так далее.
Понятно, что у нас как раз с реализацией этих требований возникают некие определенные сложности. Но с этого года ряду образовательных организаций будет уже, возможно, попроще, ввиду того, что в постановлении правительства 10/6 внесены изменения, и в рамках которого сейчас проводится перекатегорирование незначительному количеству объектов, как буквально на прошлой неделе у нас была встреча рабочей группы с руководством Министерства образования и науки Республики Коми, то есть порядка 80% объектов предполагается перевод их в 4-ю категорию опасности, а там требования к антитеррористической защищенности значительно ниже. Ну так вот, вернусь к своей мысли. То есть, те требования, которые требуют определенных каких-то финансовых вложений, и требования, которые этих финансовых вложений не требуют. В первую очередь речь идет о обучении работников и детей, которые находятся на объекте. Основным, ну, переводя на обычный, наверное, какой-то более-менее нам всем понятный язык, основным правилом, порядку действий при обнаружении подозрительных лиц, при обнаружении подозрительных предметов и по первичному порядку действий в таких случаях. В этой связи как раз хотел бы обратить внимание всех участвующих руководителей образовательных организаций. Порядок действий, он типовой, характерным. Самое главное при обнаружении таких подозрительных предметов ни в коем случае не оказывать на них никакого воздействия, никоим образом их не трогать, не передвигать, не перемещать. Второе, не допускается пользоваться в непосредственной вблизи от таких предметов подозрительных средствами мобильной связи. То есть надо объяснить детям и надо объяснить в том числе работникам ваших организаций, потому что не нужно снимать на телефон данный предмет, не нужно прямо вблизи них с мобильного телефона звонить, потому что это может спровоцировать, не дай бог, там, если все-таки это будет какой-то опасный предмет, срабатывание взрывного устройства. То есть необходимо отойти на безопасное расстояние и желательно выполнять связь с уполномоченными органами уже по стационарной связи. То есть такие элементарные, общеизвестные правила. Также важнейшим мероприятием, которое тоже, в принципе, не зависит от каких-то серьезных финансовых вливаний, является оборудование помещений наглядными пособиями, где как раз будет размещена информация по порядку действий при обнаружении подозрительных предметов и лиц, информация с номерами телефонов, экстренных служб, должностных лиц, ну и так далее. И немаловажный момент, который предусмотрен обоими постановлениями правительства, это проведение регулярных тренировок. Занятий и тренировок. Вы, тем более, лица, которые длительное время работаете в образовательных организациях, я думаю, придумаете интересные формы проведения таких тренировок, возможно, даже в игровой какой-то форме, которая будет интересна и лицам, которые проводят эти мероприятия, занятия, тренировки, так и непосредственно вашим детям, воспитанникам. В свою очередь хочу сказать, что у нас на территории всех муниципальных, столиц муниципальных районов есть, соответственно, наши представители. Почти во всех наших столицах муниципальных районов, за исключением Кировского, Удровского, Ижевского, Уссурийского районов, есть подразделения внеценной охраны, войск Национальной гвардии, должностные лица которых вам в любом случае могут оказать всю необходимую практическую, методическую помощь, в том числе при организации проведения инструктажей, занятий, каких-то тренировок, ну и так далее. Все, что предусмотрено постановлением правительства. Или дать вам определенные консультации в этой части. В районах, которых я озвучил, Удровский, Ижевский, Усть-Илимский, у нас есть представители лицензионно-разрешительной работы, за которыми также определенные функции по антитеррористической защищенности закреплены, и они также могут оказать вам содействие в реализации вот этих мероприятий, направленных на антитеррористическую защищенность объектов, где планируется размещение детей на период их оздоровления, в период вот этого каникулярного нашего периода. Уважаемые родители, у нас еще есть одно выступление, однако Иван Федорович что-то не смог подойти. Очень важный был доклад именно по ожогам от борщевика. Мы надеемся, что в следующий раз на
онлайн-собрание, он подойдет, и мы вас проинформируем. Ага. Да, уважаемые родители, вчера Иван Федорович тоже выступал на заседании Республиканского методического объединения руководителей образовательных организаций, и мы вас информируем, что запись его выступления также сохранилась у ваших руководителей образовательных организаций, ну и в том числе сохранилась у классных руководителей. Поэтому попросите, обратитесь к своим учителям, и я думаю, что они на родительском собрании школьном или внутриклассном обязательно вам покажут это очень важное выступление. Ну что, уважаемые родители, мы завершаем наше собрание. Что вам хочется пожелать? Впереди летние каникулы. Конечно, хочется, чтобы они для вас и ваших детей были счастливыми, радостными и здоровыми. Поэтому расслабляться вам рано. Вы радуетесь тому, что закончилось обучение очередного уровня образования ваших детей, но впереди другой уровень — это летние каникулы. Поэтому мы вам желаем, чтобы все прошло у вас радостно, весело, ну и отнеситесь ответственно к безопасности ваших детей в летнее каникулярное время. Но если у вас нет вопросов, мы благодарим вас за участие в нашем собрании и до скорых встреч. До свидания.